эфирда Беллюр Калем. Внимание, внимание! Говорит и показывает хрустальное перо. Бүгін Татарстан Республикасының журналистика өлкәсендәге Беллюр Калем хрустальное перо конкурсы 25-ші тапкыр уздырыла. Юбилей! По традиции, для открытия церемонии награждения приглашаем организаторов конкурса. Руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татмедиа Айдара Саидгараевича Салимгараева. И председателя Союза журналистов Республики Татарстан, генерального директора телерадиокомпании «Новый век» Ильшата Юнусовича Аминова. Qadrli do'stlar, xizmatdoshlar, nihoyat mana yig'ilishdik. Har bir yilning o'z og'irliklari bor. Bu yilda shulay o'z og'irliklari, yo'g'altular. Qaramasdan bizning tarmoq uchun yil bek o'ng'ishli deb sanayman. O'ng'ishli ham bugun endi yilning natijalarini ham eng talantli, eng tirish jurnalistlarni tabriklarga yig'ildik. Bayram bilan barig'izni da. Уважаемые коллеги, наконец-то мы собрались, потому что юбилейный год был, поэтому немножко с опозданием, не 19 мая, но праздник всегда остается праздником, он ожидаемый, и нам есть что праздновать, есть что отмечать год при всех его событиях, которые произошли, которые меняют нашу жизнь, и, соответственно, меняется наша профессия, меняемся мы. Есть очень много достижений, есть чем поделиться, есть что рассказать, есть показать, и есть люди, которых стоит поздравить, наградить, поблагодарить за ту работу, за тот вклад, который мы вносим, вот именно, наверное, даже сплочение, общественное сплочение, доведение важной, значимой информации. С праздником вас, коллеги. Передаю слово коллеге. У меня сегодня особый тембр, заранее извиняюсь, специальный проникновенный голос сделали по заказу. Шынапта барыңызда шынкөңілден бейрам білән, шулхатлы мелейм, сүйкімлі кішілер отыралар залда профессионаллар, барыңызда бейрам білән, бейрамы бізні ұзақ күттік, наконец бүкін келіп жетті, рахмет енді барымызға да. Біріншісі, екіншісі, я тут был в отпуске, ездил по Золотому кольцу, видел очень много храмов. И как раз на каждом храме одна общая фреска. Это год крещения Руси, 900 век. 900 век, да, 900-е года. Там такой картина страшного суда. Бедный стоит грешник, живой человек, весы, ангелы тянут его наверх, демоны тянут его вниз. Ну, у нас такая же профессия. Есть журналисты, которые тянут наверх, пропагандируют светлые идеалы, добра, солнца, жизни. А есть, которые тянут вниз. Ну, вы их все знаете, трупоеды, хайпажоры и так далее. Вот здесь собрались журналисты света. Сразу видно. Я вас с этим поздравляю. Желаю всем вам, конечно же, творческого долголетия, чтобы голос хорошо звучал, чтобы слово было твердое, честное, неподкупное, правильное и, главное, во имя человека. Потому что когда-то Флорид Ахметович, наш учитель, говорил нам, самое главное в журналистике – это гуманизм. Гуманизм – это значит любить людей. Давайте любить людей, работать для людей, ну и помогать всем, кому можем в этой жизни помочь, несмотря на самые трудные условия. С праздником еще раз. Давайте наградим достойнейших. Айдар Саидгараевичка һәм Ильшат Юнусовичка рәхмәтебезне җиткерәбез. И просим вас открыть церемонию награждения с вручения почетной отраслевой корпоративной награды. Почетным знаком за заслуги перед профессиональным сообществом Союза журналистов России награждается специальный корреспондент газеты «Республика Татарстан» Гамира Габдуловна Гадельшина. За содействие укреплению свободы слова, за активную работу в профессиональных журналистских организациях. Ну что ж, уважаемые гости, просим вас занять почетные места в праздничном зале.
2022 год стал юбилейным не только для нашего конкурса, но и для одного из его организаторов. Республикабызның масса күләм мәгълүмат чараларын бер түбә астына берләштергән Татмедиа акционерлык җәмгыяте оешуга 15 ел тула. Агентство образовано 1 октября 2007 года указом первого президента Республики Татарстан Минтимира Шариповича Шаймиева. Бүген Татмедиа республиканың танылган зур медиа компаниясе. Медиа холдинг вәкилләрен чын күңелдән бәйрәмнәре белән котлыйбыз һәм сезнең алкышларыгызны бүләк итик әле. Уважаемые гости, внимание на экран. Вы попадаете на пешеходную улицу Бал. Hayırlı günler, siz Koңгул радиосын тыңлайсыз. Баршаңызға яхшы кәефләр теләп калабыз. Эфирдә мин Алина Валиева. Все отлично, материал у нас будет. Поехали! Несмотря на то, что День семьи, любви и верности вызвал ажиотаж в Челнинском ЗАГСе, он не смог побить рекорд по количеству бракосочетаний в красивую дату 22.02.22. Мин язларны күбрәк яратам. Гел яктыга, гел кояшка үреләм. Мин тормышка гашык, күрәсең. Новости Юго-Востока Татарстана. В студии Тимур Туманов. Здравствуйте. Берет свое начало в далеком прошлом, в древнем городе Волга. А сейчас на сцене для вас ансамбль танца «Казань».
Сегодня все победители в основных номинациях получают статуэтки «Хрустальное перо», дипломы и денежные призы в размере 50 тысяч рублей. И наш конкурс открывает традиционная номинация «За верность журналистике». Для вручения наград приглашаем на сцену главного федерального инспектора по Республике Татарстан Виктора Николаевича Демидова. Внимание на экран. Уважаемые организаторы этого великолепного конкурса, уважаемая дорогая Лейла Ринатовна, уважаемые представители, яркие представители журналистского сообщества нашей республики, для меня большая честь быть сегодня здесь, в этом зале, и поздравить вас, победителей этого очень интересного конкурса, который проводится уже в течение 25 лет в нашем родном, любимом Татарстане. От вашей работы, от высокопрофессиональной работы во многом зависит и социальное самочувствие наших людей, наших граждан. Помимо того, что ваша работа должна быть высокопрофессиональная, знание, глубочайшее знание предмета, о котором вы говорите, либо пишете, но и очень важна для всех нас, для ваших слушателей, и ваша государственническая позиция, патриотическая позиция. И это очень чувствуется, если вы любите, переживаете за наше многонациональное Отечество, за наш любимый родной Татарстан. Я хочу пожелать вам на этом важнейшем направлении по укреплению единства нашего Отечества, нашей страны, единства многоконфессионального и многонационального нашего государства. А вклад ваш, конечно, безусловен и очень солидный вклад. Дальнейших вам творческих успехов, творческих побед, солидных достижений. Ну а я буду рад, и для меня большая честь вручить заслуженные, признанные в вашем сообществе журналистском, а это очень важно, получить именно награды от журналистского сообщества. Огромное вам спасибо за вашу качественную профессиональную работу. Виктор Николаевич, спасибо вам большое за теплые слова и просим вас открыть первый конкурсный конверт. Номинации «За верность журналистике» становятся Сабиров Оскар Асфанович, журнал «Татарстан», Абдулин Инсаф Фарутович, телекомпания «Новый век». Но, к сожалению, один из наших победителей не смог сегодня приехать, но я уверен, что награда однозначно найдет своего героя, а я прошу еще раз ваших аплодисментов для нашего лауреата. Номинация геройларын тәбрик итәбез һәм бәйге залындагы урыннарыгызга утыгызны сорыйбыз. А мы переходим к следующей, самой легендарной номинации конкурса «Лучший в профессии». Поздравить и наградить победителей номинации мы приглашаем на юбилейную сцену российского тележурналиста, ведущего Первого канала и нашего земляка Максима Расимовича Шарафутдинова. Ихтибар экранга.
Добрый день, дорогие друзья. Рад приветствовать вас всех в этом зале. Казань вообще опасный город. Сюда вроде бы приезжаешь на день, а остаешься на неделю, и этой недели не хватает. Ну, остался я здесь во многом благодаря Айдару Салимгараеву, который меня, собственно, пригласил и который уговорил тех людей, от которых зависело мое присутствие здесь. И вам вообще, Татмедиа, в смысле, повезло с таким руководителем, который может договориться буквально со всеми. Вообще, когда я говорю о Казани в эфире федерального канала, у меня на лице появляется то, что мы называем какой-то легкой улыбкой или улыбкой глазами. То есть вроде как виду не подаешь, когда рассказываешь о своей родине, но при этом все те, кто живет сейчас на твоей родине, они все понимают, что есть какой-то скрытый посыл. Он действительно есть, и я не могу скрыть этих искренних эмоций. Дорогие мои, это не пустые слова, не пустые то, что вы дорогие, потому что я здесь был воспитан. Многие из моих бывших коллег сейчас работают вместе со мной на федеральных каналах, но я по-настоящему счастливыми считаю тех людей, которые реализовали себя в профессии именно на своей родине, которые востребованы здесь, которые получают достойные награды. И именно сегодня эти люди сидят в зале. Аплодисменты от меня лично всем вам. Ну и что касается пожеланий, пожалуйста, дерзайте, делайте свое дело лучше всех, будьте первыми и, безусловно, прославляйте нашу малую родину на весь мир. Давайте попробуем перейти все-таки к церемонии награждения. Ну что ж, благодарим вас и просим озвучить имя победителя. Итак, здесь целых 3 победителя. Победителями в номинации «Лучшие в профессии» становятся Гульнас Фердинатовна Шайхиева, газета «Татарлар». Михаил Борисович Любимов, телерадиокомпания «Новый век». И, наконец, Гульнар Фаритовна Гарифуллина, электронная газета «Интертат». Вот, кстати, Михаил Любимов хотел бы особенно отметить, когда я только постигал азы журналистики, даже еще не думал об этом. Я вообще работал на радио и никогда не имел никакого отношения к телевидению. И я всегда смотрел новости, тогда еще Михаил работал на эфире. И вот это тот самый человек, то самое лицо, которое такое колоссальное доверие с моей стороны вызывало. То есть для меня на тот момент это был действительно образец супер истинного, искреннего телеведущего.
и, конечно же, общее фото на память. Поздравляем наших лауреатов. Спасибо вам, Максим. И просим занять ваши почетные места в нашем праздничном зале. А на нашей праздничной сцене Иркен Мустафин с песней Рената Ибрагимова «Наш город» и чемпионы Республики Татарстан по спортивно-бальным танцам ансамбль танца «Лагуна». Прекрасных осень и зима и лето, и мы с тобой благодарим за это. Весну, в которой было столько света, что рассказать не хватит слов. Она пришла, когда нам было трудно, и зазвенела соловьями утро. Она навек нам подарила чудо, такое чудо, как любовь. Мне хорошо с тобой, идти всегда везде одной тропой, и снегопад, и в дождик проливной, деля на свете все и неудачи, и удачи. Счастлив тот, в ком это чудо из чудес живет, кто может, став уже давно седым, остаться вечно молодым. Мы любим наш с тобою старый город, который вечно и красив, и молод. Не потому ли он еще нам дорог, что здесь мы встретились с тобой? Пусть будет он всегда, как солнце светил, пусть соловьями взрастут сады и дети, пусть каждый здесь однажды в жизни встретит весну, как лучший праздник свой. Мне хорошо с тобой, идти всегда везде одной тропой, и в снегопад, и в дождик проливной, деля на свете все и неудачи, и удачи. Счастлив тот, в ком это чудо из чудес живет, кто может, став уже давно седым, остаться вечно молодым. Мне хорошо с тобой, идти всегда везде одной тропой, и снегопад, и в дождик проливной, деля на свете все и неудачи, и удачи. Счастлив тот, в ком это чудо из чудес живет, кто может, став уже давно седым, остаться вечно молодым. Через конкурс «Хрустальное перо» прошли тысячи журналистов и публикаций, сотни газет и журналов, десятки радиостанций и телекомпаний. Жюри ағзалары һәм мәртәбәле кунаклар күпме булды. Әле ниндиләре? Алар бүген безнең белән шушы залдан. Хөрмәтле жюри ағзалары, аяк үрә басып, бәйрәмебездә катнашучыларга күренегез әле. Просим уважаемых членов жюри подняться со своих мест, чтобы мы могли вас увидеть и поблагодарить за вашу работу. Әлеге алкышлар бездән сезгә кайнар сәлам һәм әлбәттә инде рәхмәт сезгә. Ну а что касается планов на будущее, это служить верой и правдой народу, доносить до людей важную социально значимую информацию, помогать обществу. Миссия новой журналистики –
человекоцентричность. И мы переходим к следующей номинации «Эффективная пресс-служба». Внимание на экран. Для награждения победителей в этой номинации мы приглашаем на сцену заместителя руководителя администрации президента Республики Татарстан, руководителя департамента президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики Александра Михайловича Терентьева. Добрый день, дорогие друзья. Замечательный, здоровый праздник. Мы гордимся всей нашей журналистикой, представителями замечательных средств массовой информации. Мы гордимся теми людьми, кого Максим выходил, он как-то взглядом из Москвы сюда смотрел, да, и вот тот прищур. И он говорил о том, что вся республика тоже прищуривается. Мы тоже гордимся тем, кто работает в Москве, на других телеканалах. Все те, кто связан с республикой. Гордимся нашими друзьями, которые отпускают наших друзей и поддерживают нас всячески. Сегодня как-то так прозвучало 15 лет. Айдар, наверное, хорошо 15 лет, звучит красиво, но агентству все-таки на будущий год 20 лет будет. Наверное, исторически это правильно будет говорить, что 20 лет вот уже рядышком совсем, когда была в новых условиях воссоздана отрасль, где появился центр ответственности. И сегодня, безусловно, агентство работает не только с АО «Татмедиа», работает со всеми средствами массовой информации, со всеми участниками большого информационного пространства Республики Татарстан. Сегодня очень непростое время. Ильшат Юнович, как представитель Союза журналистов, высказался, вот мы тут обменялись, кто вверх ведет, кто вниз ведет. Достаточно резко высказался. Но на самом деле время, оно не то что скрывает маски, оно позволяет проявляться и тем, кто действительно патриот, кто действительно служит родному отечеству, служит людям, и тем, кто пытается на этом играть. Действительно оказалось так, что культура отмены, она бьет по всему историко-культурному наследию Великой России, в том числе по наследию татарского народа, потому что за рубежом нас не делят. Когда они говорили, что толерантно, оказалось, что толерантность только относительно того круга сообществ, а не всего мира касается. И, безусловно, сегодня идет информационная война, и в этой войне, наверное, как никогда важна правда, важно доносить людей, чем мы живем, говорить о перспективах, о судьбах Республики России. Это очень важная и ответственная миссия. И я очень признателен вам, что вы на высоте, и те номинации, которые сегодня звучат, называют лучших, и я с удовольствием назову лучшей пресс-службы, потому что это тоже сегодня про гуманизм говорилось. Это не пиар отраслей или министерств, ведомств или предприятий. Это опять же о том, как решаются насущные вопросы наших граждан, как министерства, ведомства, предприятия, организации решают те многосложные задачи в интересах наших людей. Поэтому перейдем к награждению. С праздником, друзья! Победителем в номинации «Эффективная пресс-служба» становится, как вот ни странно, я думал, министерство, ведомства сейчас буду называть, сказать, как-то пытаться их привязать. Нет, пресс-служба нефтесервисной компании ТНГ Групп, город Бугульма.
Что ж, еще раз поздравляем нашего лауреата. Спасибо вам, Александр Михайлович. И мы переходим к следующей номинации. Лучшая районная городская редакция. Ихтибар экранга. Для награждения в этой номинации приглашаем на сцену победителя всероссийского конкурса «Учитель года России 2022» из Нурлата Ильнура Радиковича Амирова. Добрый день. Я еще совсем молод, и я очень горжусь, что я нахожусь сегодня здесь вместе с вами. Я поздравляю вас с этим замечательным праздником. И мне бы хотелось вам пожелать, чтобы все вы всегда оставались позитивными, творческими, и чтобы ваш материал всегда был самым ярким и самым интересным. Спасибо вам. И с праздником. А победителем в номинации «Лучшая районная городская редакция» становится газета «Хезмет», Балтасинский район, и журнал «Казан Утлары». Поздравляем наших лауреатов и благодарим нашего уважаемого гостя. Просим пройти в зал. Татарстан медиа кырында фикерләре исәпкә алынган, чыгышларыннан үземтәләр китерелгән иң актив кеше дип кем сайланган икәнен белер вакыт җитте. Для объявления имени победителя в номинации «Медиа Персона года» мы приглашаем председателя конкурсной комиссии «Хрустальное перо», главного редактора газеты «Республика Татарстан» Александра Николаевича Латышева. Внимание на экран. Хәерле көн, кадерле дуслар, коллегалар, добрый день. Вы знаете, это очень большая честь объявить медиаперсону года человека, которого мы всем нашим медийным сообществом избрали в качестве самого открытого, самого конструктивного в общении с журналистами человека. Я без лишних слов приступаю к вскрытию конверта. Победителем в номинации «Медиаперсона года» становится Мухаммедшин Фарид Хайрулович, председатель Государственного совета Республики Татарстан. Фарид Хайрулович очень хотел сегодня присутствовать в этом зале, но, к сожалению, не смог. Но я уверен, что мы вручим ему эту награду на форуме национальных СМИ 29 августа в Иннополисе. Коллеги, была прекрасная возможность с ним сегодня здесь фотографироваться на сцене. Не получилось в следующий раз. Давайте мы хотя бы дистанционно еще раз выразим нашу признательность, наше неформальное уважение этому великолепному руководителю. Аплодисменты. Александр Спасибо. Николаевич, большое вам спасибо. А на сцене семейный дуэт Марат Галимов и Ленара Баталова. Встречайте. Gitmedin yalğız kaldırıp, vəqdələr birib gittin. Yaşağı yürək yandırıb, şuna da bir yürək şidib. Yolunda senin izler
de güzel bir gelem. Yolumda senin izlerin, suyumda senin şöyle. Girsine zeli gözlerim, seni yaşarını yıldız melek. Şeşek attılar senin gül kızıl yaran. Bir yıldız bulup attılar yanına uzun baran. Yolumda senin izlerin, suyumda senin şöyle. Girsine zeli gözlerim, seni yaşarını yıldız melek. Yolumda senin izlerin, suyumda senin şöyle. Girsine zeli gözlerim, seni yaşarını yıldız melek. Gitmedin yalnız kaldırıp vahdeler birip gittin. Yaşağı yürek yandırıp şuna da bir yürek şitin. Yolunda senin güzellerin, suyunda senin şöyle. Girsine senin güzellerin, seni yaşarını yıldız melek. Yolunda senin güzellerin, suyunda senin şöyle. Girsine senin güzellerin, seni yaşarını yıldız melek. Yolumda senin izlerin, sumda senin şöyle. Gülsine zili gözlerim, sen yaşarın yıldız melek. Yolumda senin izlerin, suyumda senin şöyle. Girsine zeli gözlerim, seni yaşarını yıldız melek. Yolumda senin izlerin, suyumda senin şöyle. Girsine zeli gözlerim, seni yaşarını yıldız melek. Yolumda senin izlerin, suyumda senin şöyle. Girsine zeli gözlerim, seni yaşarını yıldız melek. Gelsine zeli gözlerim, seni yaşarın yıldız melek. Seni yaşarın yıldız melek. Rahmet! По ту сторону телеэкрана работают настоящие профессионалы. Кадр, картина, ут, экспозиция мастерлары. И следующая номинация «Телеоператор года». Уважаемые гости, внимание на экран. И на сцену для вручения мы приглашаем заслуженного врача Республики Татарстан, победителя 2021 года в конкурсе «Ак Шешеклер» Диану Ильдаровну Абдулганиеву. Дорогие друзья, сегодня в открытии 25-го конкурса «Хрустальное перо» прозвучало слово «гуманизм». Наши профессии в этом очень схожи. Мы работаем ради людей, вы работаете ради людей. И номинация победителя, которую мы сейчас объявим, она удивительна тем, что мы, находясь по ту сторону вашей профессии, смотрим на многие события вашими глазами. И когда они человечные, гуманные, мы все становимся добрее и благодарны вам за это. Итак, победителем номинации «Телеоператор года» становится Корсинский Андрей Станиславович, телерадиокомпания «Новый век».
Какая мощная группа поддержки у нашего победителя. Еще раз бурные аплодисменты. Ну а вас, Яна Ильдаровна, мы просим остаться для награждения еще одной номинации. Внимание на экран. Итак, сейчас узнаем, кто же станет фоторепортером года. Итак, дорогие друзья, победителем в номинации «Фоторепортер года» становится Арахами Анна Евгеньевна, журнал «Сюмбике». Спасибо большое. Просим вас занять ваши почетные места в зале. Встречайте на сцене инструментальный дуэт «Экстрим».
Зеля, вот ты знаешь, я сам 7 лет проработал на телеканале «Татарстан-24», встретил здесь множество коллег, и мы вот буквально заполонили все соцсети фотографиями и сторис. Ты уже успела что-нибудь выложить? Әйе, әлбәттә, беләсеңме, үткән һәр мизгел ул бит инде тарих. Ләкин һәр вакыйганы фотоларда, видео тасмаларда мәңгеләштерергә мөмкин. Ну и говорим мы об этом неспроста, потому что следующая наша номинация — это «Популярный блогер». Внимание на экран. И вписать имя лучшего мы приглашаем на сцену татарского блогера Рената Галиахметова, который под ником Татар Малай имеет совокупную аудиторию в соцсетях 150 тысяч человек. Баршаңызға хайырлы күн. Сізге бір сыр ашасым келе. Ауылға, әби баба яна қайтқанда, менен алар гүл сұрайлар. Сен кімсің? Дилер, блогер сөзін ничек аңлатырға. Мен айтам, бабай, менің интернетта журналым бар, мен өзім редактор, журналның исеме Татар Малай. Біз гүл шулай деп сөйләшәбез, улым нәрсә турында язасың дейм, айтам, тормыш турында язам. Һәм инде бу моның белән нәрсә әйтәсем килә. Безнең күпме аудитория булмаса да интернетта, безгә барбер кадерлерәк безнең турында журналда язганда, гәҗиттә чыкканда, телевидениедан күрсәткәндә, чөнки әби бабаларыбыз, туганнарыбыз безне шуннан гына күрә. Шуның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Русчасын тәрҗемә итерләр инде, якында булган кешеләр. Хәзер инде мин номинантны исемен әйтәм. Каушата икән. Популяр блогер, телеканал Шаян ТВ. Телеканалы өчен күңелдән котлыйбыз, һәм инде әлбәттә премияда катнашу өчен кунагыбызга да рәхмәт әйтәбез. 2022 год объявлен годом культурного наследия народов России. Халыкның туган теленнән дә кадерлерәк, кыйммәтлерәк тагын нинди мәдәни мирасы бар икән ул? Внимание на экран. Тел номинациясында котлау өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы журналистлар берлеге рәисе, Татарстан Яңа гасыр телерадиокомпаниясе генераль директоры Илшат Юнуслы Әминовны чакырабыз. Бик зур рәхмәт, тагын бер чыгара булдым. Тавышлар да ләтләнеп китте. Чынлап әйткәндә, менә татар телендә эшләүче журналистларны мин татар телен сакчыларын дип сөйлим. Һәм алай шулай чынлап та шулай дип уйлыйм. Алар чын табигый матур телне гасырларга саклап киләләр һәм аларны укып без татарча өйрәнәбез. Миңа мәрхүм әтик һәр вакыт әйтәдер: "Улым, татар телен өйрәнәсең килсә, иртән тор да бер бит гәҗитне укып чык." Мин хәзер дә шулай эшлим, менә ватаным Татарстанны алам да бер битен укыйм. Башта инде атлаган сайын словарьга керәдерим, хәзер словарьга кермим, субханалла, бераз шомарып беттем. Сезгә бик зур рәхмәт, менә бөтен татарча, татар телендә эшли торган кешеләргә рәхмәтемне белдерәм, чөнки без булмасак, сез булмасагыз, татар телендә булмаячак дип саныйм. Шуңа күрә бик зур рәхмәт, әйдәгез җиңүченең исемен белик. Ой, урыктым. Яңарыш мәгълүмат нәшрият үзәге Ижау шәһәре.
И еще раз аплодисменты нашему лауреату. Просим вас занять ваши почетные места в зале. Бәйрәм сәхнәсендә Шаян ТВ каналының Сейлен балалар телевизион фестивале җиңүчеләре, халыкара һәм бөтен Россия бәйгеләре лауреатлары Кәрим Галиев һәм Әминә Әхмәтҗанова, каршы алыгыз. Барлык телләр арасында иң якыны үз телемнең бишек җыры биргән мине үстереп. Дуслар туган һәр белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булармын туган телем татар телен белмәсәм. Дуслар туган һәр белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булармын туган телем татар телен белмәсәм. Туган телем, туган җирем, туган ягым, үз өем, үз телемдә генә матур яңгырый бит үз көем. Дуслар туган һәр белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булармын туган телем татар телен белмәсәм. Дуслар туган һәр белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булармын туган телем татар телен белмәсәм. Ана сөте белән керә ана телен ярату. Кайда гына яшәсәң дә телең өчен җан ату. Дуслар туган һәр белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булармын туган телем татар телен белмәсәм. Дуслар туган һәр белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булармын туган телем татар телен белмәсәм. Кем булармын туган телем татар телен белмәсәм. Дуслар туган һәр белән мин гел татарча сөйләшәм. Кем булармын туган телем татар телен белмәсәм. Аплодисменты самым юным участникам нашего мероприятия. Карим Галиев, Амина Ахмаджанова и студия эстрадного танца «Изумрудный город». Бәллүр каләм бәйгесенең 25 еллыгы Татарстанда цифрлаштыру елына туры килде. Цифра и современная журналистика сегодня связаны воедино. Безнең бәйрәмдә искәрмә түгел. И мы переходим к следующей номинации «Мультимедийная редакция». Внимание на экран. Для вручения наград мы приглашаем на сцену председателя Общественной палаты Республики Татарстан, нашу коллегу, которая 22 года своей жизни посвятила журналистике, министра по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Республики Татарстан Зилю Рахимьяновну Валееву. Для того, чтобы у нас сохранялось ощущение того, что жизнь продолжается, конечно, нужны нововведения, инновации, как мы сейчас говорим. Очень серьезно меняются технологии. Вот я сегодня, кроме того, что должна была побывать на этом празднике, еще у меня вторая задача — перевести в свой телефон все наши телеканалы и радио. Вот такая забота теперь у нас есть. И в то же время
что-то должно оставаться постоянным. Или хотя бы, как мы говорим, продолжением традиции. Так вот, этот конкурс 25-летия, которого мы сегодня отмечаем, и юбилейных победителей поздравляем, это действительно тоже одна из тех традиций, которая говорит о том, что живо журналистское сообщество, живо стремление работать интереснее, лучше. Кто-то сегодня должен уехать на этой красивой машине с бантом. Вот это тоже признаки того, что жизнь продолжается. Бүгін береда жиылған қалам ұсталары, телевидениеда эшли торган хезмәткәрләр, алардан тыш бүгенге тормышны күз алдына китереп булмый. Сез яңалыкны җиткермәсәгез, сез зур вакыйгалар турында үзләрегезнең аналитик материалларыгызны бирмәсәгез, чыннан да бу тормышны аңлап та, хуплап та, хәтта качакта берләштерәсез дә, чыннан да бу бик мөһим, бик кирәкле эш, и ул эш сезнең тарафтан көндән-көн таләпләр дә арттыра, ә иң мөһиме халыкка да кирәклеген исбатлый. Шуның өчен сезнең хезмәтне хөрмәт итеп, һәр даим мин бүгенге лауреатларны тәбрикләргә әзер. Претендентлар күп булды. Алайда победителями в номинации «Мультимедийная редакция» становится журнал «Ялкын». И служба информационных программ ГТРК «Татарстан». Җиңүчеләребезне чын күңелдән котлыйбыз. Зиләрә Химянова, бик рәхмәт сезгә. В рамках конкурса есть еще 3 специальные номинации, победителям которых будут сегодня вручены смартфоны и дипломы. И для вручения наград мы приглашаем на сцену директора Дома дружбы народов Республики Татарстан Ирика Ильдусовича Шарипова. Внимание на экран. Хайырлы көн, хөрмәтле дуслар, хезмәттәшләр. Добрый день, дорогие друзья. Кем булсаң да, менә бу сәхнәдә бу бәллүр каләмне алган көннәрдә булды. Бүген бу бәллүр каләмне тапшыра торган көн. Аллага шөкер, нинди рольдә булсаң да, бу һәркем өчен зур горурлык, истә кала торган көн. Шундый көннәребез күп булсын иде, журналистика һәр вакыт көчле булсын иде. Дорогие друзья, я только что вернулся из Самары, где проходил 4-дневный всероссийский форум работников сферы национальной политики, где собрались более сотни специалистов в области межнациональных отношений, где проходили многочисленные мозговые штурмы тех или иных проблем, которые существуют в наше непростое время. И одно из направлений это были проблемы информационного освещения вопросов национальной политики. Мне пришлось участвовать в этом направлении тоже. И один из тезисов, который выдвинул один из наших коллег, был тезис о том, что у нас есть проблемы в информационном освещении национальной политики, потому что журналисты не так его освещают. И предлагалось
во-первых, журналистов этих образовать, во-вторых, перевоспитать, а потом еще придумать, как их наказать. И вот у меня есть определенные заслуги, потому что удалось повернуть вот тему и направление этого разговора. Потому что я им сказал, у нас замечательные журналисты, потому что проходят многочисленные конкурсы, где приходится и в жюри поучаствовать, и быть зрителем и читателем журналистских работ. Журналисты замечательные. Давайте искать причины проблемы информационного освещения в другом. И вот мы направление мысли поменяли, и действительно за эти дни нашли совершенно другие причины, почему есть проблемы в информационном освещении, например, национальной политики. Я рад, что удалось отстоять честь, достоинство и доброе имя наших журналистов. Чөнки сіз біз бик яхшы кешеләр, біз намуслы кешеләр, үз эшебезне җиренә җиткереп эшлибез. Һәрвакыт шулай булсын иде. За честное, доброе имя наших журналистов с праздником! Итак, номинация «Лучшее освещение года родных языков и народного единства в Республике Татарстан». Специальная номинация «Газета «Ватаным Татарстан» и информационный центр «Актаныш Информ». Коллеги, при специальной, ну, к специальному еще одно специальное решение. Мы с коллегами внизу посоветовались. В этом году родился еще один проект. Обычно отцы учат детей, но на ГТРК Татарстан, на радиовещании появился проект «Мин атини ретем». То есть вот это сын учит отца, дети учат отца. И мнение коллег такое, что это заслуживает такого же внимания, и особый приз, еще один Балюр Калям, коллеги предлагают вручить в этой номинации. Есть ГТРК Татарстан? Служба радиовещания ВГТРК Татарстан за радиосериалы «Мин этине иретем» награждается статуэткой «Хрустальное перо». Мы от всей души поздравляем наших лауреатов, просим занять ваши места в зале. Ну а вас, Ирик Ильдусович, просим вновь подняться на сцену, потому что это еще не все номинации. Мы переходим к следующей. Лучшее освещение года науки и технологий в Российской Федерации. Внимание на экран. Победителями специальной номинации «Лучшее освещение года науки и технологии» газета «Геофизик Татарии», город Бугульма и телеканал «Татарстан-24».
Тәбрикләнүчләрне чын күңелдән котлыйбыз һәм бәйрәм залына үтүгезне сорыйбыз. Ирик Ильдусович, а я снова прошу вас остаться на этой сцене, потому что у нас есть еще одна номинация. Лучшая редакция СМИ по освещению национальных проектов в Республике Татарстан. Внимание на экран. Газета «Нократ», Вятка, Мамадышский район и газета «Сарман». Еще раз поздравляем наших победителей. И вот теперь уже, да, действительно можно занять почетное место. Спасибо в зале. организаторам, что я стал добрым волшебником, который раздал столько призов. Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова җырын бәйрәм бүләге буларак итеп кабул итеп алыгыз. Hayırlı gün isenler misiniz? Üç günlük bu dünya, ömrünü kim bilir? Elle küp mü, elle esmidir? Günde ötüp durgan günler, birgelikten gene yemlidir. Şiirşikler bir köbeydi demegiz, kızgılarga qaramazsan ko'renmi? Günelin jidide, yüreğin sigizide, gümmer ötkenligi sezilmi. Günelin jidide, yüreğin sigizide, gümmer ötkenligi sezilmi. Күпме кuşlar uçtu, uçtu gözlerinde. Күпме kuşlar koydu yazılarım. Күпме kürdük anın jeylerinde, kışlarında yolgan karlarım. Şiirşikler bir köbeydi demegiz, kızgılarga qaramazsan ko'renmi? Günelin jidide, yüreğin sigizde, gümmer ötkenligi sezilmi. Günelin jidide, yüreğin sigizde, gümmer ötkenligi Ağır kıyılmağım, şatlıkları arkanı bilmedi. Turmuş rəxətində, sağlıq bəxtində, yaşaygələ şulay birgə gül. Şiirçiklər bir kübeydi deməgiz, kızgılarga qaramazsan ko'renmi? Günelin jidide, yüreğin sigizde, gümmer ötkenligi sezilmi. Günelin jidide, yüreğin sigizde, gümmer ötkenligi sezilmi.
Кичәбезнең барыбызда зарыгып көткән иң тантаналы өлешенә килеп җиттек. Для приветственного слова, вручения государственных наград и гран-при конкурса «Хрустальное перо-2022» автомобиля от президента Республики Татарстан мы приглашаем на сцену заместителя премьер-министра Республики Татарстан Лейлу Ринатовну Фазлееву. Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые коллеги. Я с огромным удовольствием от имени правительства Республики Татарстан поздравляю вас с замечательным праздником. 25 лет лучшему конкурсу в сфере журналистики в Республике Татарстан и в Российской Федерации «Хрустальное перо». Ваши аплодисменты. Спасибо большое, дорогие друзья, за вашу работу. Давно и всем понятно, что журналистика – это стратегический, многофункциональный институт общества. Вы, именно вы на передовой, и в руках у вас самое сильное оружие на этой земле – слово. Слово может придать человеку крылья. Слово может уничтожить всю историю человека и человечества. Вы пишете историю нашей страны. Вы золотыми буквами вписываете историю нашей страны в историю нашей республики, историю нашей страны в мировую историю. Благодаря вам, те, кто встречается с офлайн, онлайн журналистикой, те, кто читают, слушают, смотрят, приобщаются к тем событиям, которыми гордится наша страна, к тем событиям, которыми гордится Республика Татарстан. И самое главное, к тем людям, которыми мы все вместе гордимся. Я хотела бы пожелать вам непредвзятости, я хотела бы пожелать вам добрых идей и настроений, я хотела бы пожелать вам стойкости, правдивости, всех тех качеств, которые всегда характеризовали журналистику Республики Татарстан от момента ее появления на этой земле. Пусть республика действительно для каждого из вас будет местом силы, силы вашего слова. Отдельно я хотела бы поблагодарить каждого из вас за нашу совместную работу, за освещение самых трепетных тем, которые волнуют сегодня общество, за ваше бережное отношение к очень ярким и неоднозначным темам здравоохранения, социальной защиты, здоровья людей и самое главное, за что я хотела бы вас поблагодарить, это за бережное отношение к освещению тем детства и родительства. Спасибо вам большое за это. Отдельные слова благодарности я хотела бы произнести в адрес муниципальных офлайн, онлайн средств массовой информации. Вы передаете тот материал, который мы потом всей республикой видим. Вы контактируете непосредственно с каждым жителем Республики Татарстан. Вы поднимаете самые серьезные вопросы, которые волнуют каждый субъект в нашей республике, каждый муниципальный район. Сегодня перед нами были все победители, все те, кто номинировался на участие в этом фестивале. Коллеги дали мне справку о том, что 1700 заявок, о том, что сегодня 1700 участников. И это замечательно, что у вас так много. Дорогие коллеги, вам здоровья, вам ярких идей, новостей, здоровья вашим детям, вашим близким. И пусть всегда процветает журналистика Татарстана и любые времена под силу вам. Спасибо. Лейла Ринатовна, спасибо вам за столь значимые и теплые слова. И давайте перейдем к вручению государственных наград. За заслуги в развитии связи, информационных технологий, массовых коммуникаций и печати, за многолетний плодотворный труд, почетной грамотой Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации награждена Ильсияр Ильфрузовна Валиуллина, заместитель главного редактора по экономике, главный бухгалтер редакции газеты «Ватаным Татарстан».
Мне кажется, что аплодисменты должны быть еще громче. За заслуги в развитии связи, информационных технологий, массовых коммуникаций и печати, многолетний плодотворный труд, благодарность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявлена Арсению Вадимовичу Соколову, руководителю Департамента средств массовой информации Татмедиа. Указом президента Республики Татарстан за заслуги в финансово-экономической деятельности и многолетний плодотворный труд медалью за доблестный труд награждена Лидия Алексеевна Данилова, заместитель начальника финансового отдела Республиканского агентства Татмедиа. Указом президента Республики Татарстан за заслуги в профессиональной деятельности и многолетнюю плодотворную работу медалью за доблестный труд награждена Татьяна Евгеньевна Казаченко, начальник общего отдела Республиканского агентства Татмедиа. Указом президента Республики Татарстан за существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд медалью «100 лет образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики» награждены Султан Нурисламович Исхаков, фотокорреспондент отдела информационных технологий информационного агентства «Татар-Информ». Ильдус Ильязович Шагиев, главный редактор информационного центра Мензеля Информ. Указом президента Республики Татарстан за большой вклад в развитие татарской литературы и плодотворную творческую деятельность почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан» присвоено Марату Рафиловичу Кабирову, писателю, члену Союза писателей Республики Татарстан, корреспонденту газеты «Ватаным Татарстан». Указом президента Республики Татарстан за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетний плодотворный труд почетное звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан» присвоено Татьяне Николаевне Вафиной, главному редактору журнала «Татарстан». Ильгизу Фратовичу Вафину, начальнику отдела телеоператоров телерадиокомпании «Татарстан. Новый век». Исрапилу Рахматуловичу Насибулину, главному редактору информационного центра «Арск-Информ». Распоряжением президента Республики Татарстан за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие средств массовой информации благодарность президента Республики Татарстан объявлена
Зульфие Набиевне Султановой, главному редактору газеты «Челнинские известия». Распоряжением Кабинета министров Республики Татарстан за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие печатного производства Республики Татарстан благодарность Кабинета министров Республики Татарстан объявлена Александру Викторовичу Евстифееву, оператору цеха допечатной подготовки полиграфическо-издательского комплекса «Идель Пресс». Фанилю Фаритовичу Низамову, печатнику плоской печати газетного цеха полиграфическо-издательского комплекса «Идель Пресс». Шамилю Шаукатовичу Салахову, машинисту автоматической линии по изготовлению книг брошюровочного цеха филиала полиграфическо-издательского комплекса «Идель Пресс». За многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие средств массовой информации Республики Татарстан благодарность Кабинета министров Республики Татарстан объявлена Загидулиной Елизавете Михайловне, нашей многоуважаемой Лие Михайловне Загидулиной, ветерану труда. Дания Абдуловна Харисова. Дорогие друзья, вот не сказать не могу. Я столько раз стояла на этой сцене и в качестве награждаемой, и награждающей, и члена жюри. Ну, во всех ипостасях, что сегодня просто поразительно. И, ну, как бы продолжая традиции, которые мы здесь заложили, я все равно не могу не сказать вам всем огромное спасибо. Вам, Лейла Ринатовна, и всему нашему Татмедиа, Ильшат Юнусович, вам, я вас помню совсем юным, на телекомпании «Эфир», где он в те советские времена вводил новшества, и он первый начал неформально подавать погоду. И еще много чего он делал первым, и это, ну, не все просто знают, надо как бы это вытащить. Я благодарна родной моей ГТРК «Татарстан», потому что более 50 лет я счастливо прожила в этой компании. И я хочу и вас поблагодарить, всех здесь сидящих, среди которых очень много моих верных и очень талантливых друзей. И несмотря на то, что Ильшат Юнусович сказал, что у нас сложная профессия, она действительно сложная, иногда даже опасная, но тем не менее мы все вместе можем сказать, что нам никогда не бывает скучно жить. Ну что ж, мы продолжаем нашу церемонию награждения. Итак, благодарность Кабинета министров Республики Татарстан объявлена Дание Абдуловне Харисовой, начальнику отдела подписки и реализации редакции газеты «Казанские ведомости». Ну что ж, награды вручены. Бүләкләр тапшырылды. Игътибар экранга. Уважаемые друзья, я еще раз всех поздравляю. И церемония награждения и вручения государственных наград, как никакая другая, показала,
что ваш труд замечательный, добрый, вечный, что труд журналиста сопровождается работой разных служб, которые обеспечивают доступность слова для всех людей нашей республики. И у меня замечательная миссия – гран-при вручить. Я благодарю за эту возможность. И гран-при конкурса присуждается Гарифулину Василу Загитовичу, заведующему кафедрой Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Спасибо большое. Бигзор Ахмед. Бигдол Пуланам, Бигзор Ахмед. Ретина, сіз мені бик ауыр халда қалдырдыңыз, қауышайым. Әлбәтте, бұл юғары бөлекке менен лайықлырақ кішілер залда бик көп, мен бик яқшы білем. Ләкин инде бұл бөлекні мен журналистларын әзірлеуші оқытушыларға, ұстазларымызға болған бір ихтирам белгісі боларақ қабыл етем. Где-то, наверное, 20 лет тому назад на этой сцене такой же, первый раз эту награду получил мой наставник, мой учитель Фларит Ахметович Акзамов. И вот спустя 2 десятилетия, хотя, наверное, я не превзошел своего учителя, но я рад тому, что я повторил его достижения. И принимаю эту награду как уважение, дань нашим учителям, нашим преподавателям, готовящим много поколений журналистских кадров. Награду для всех наших выпускников, достигших многих-многих наград, успехов и, наверное, и награду для будущих наших уже, да, будущих наших выпускников, которые порадуют еще нас большими своими успехами, и награду для всей нашей дружной журналистской братьи. Сізге бик зор рахмет. Менә шулай зурлағаныңыз өчен Аллаһ Тәғәлә үзегезне дә зурласын. Спасибо огромное всем, кто вот принял такое решение. Просто это неожиданно. Может быть, я при галстуке и был, и что-то еще лучше сказал бы, наверное. Но во всяком случае, это очень большой сюрприз, большая награда. И, наверное, в год 60-летия журналистского образования у нас в Республике Татарстан, в Казанском федеральном университете, принимаю награду как награду для всех нас. Бигзор рахмет. Василий Захитович, сезне тагын бер тапкыр чын күңелдән ихлас йөрәктән әлеге зур җиңүегез белән котлыйбыз. Ну и, конечно же, благодарим вас, Лейла Ринатовна, за выполнение столь почетной миссии. Kullarımda minim bellur kalem, dürüstlük hem namus sağınıda. Ayda bulan derse koyşan nişik, kalem terki barın barında. Bellur kalemsin yazmışım minim, bellur kalemsin namusum düzsün. Şiir yüzüne halka verilen Tarat şefkatle yaratık hissi. В руке хрустальное перо, и вновь передо мной чистый лист. Пером своим хочу
хочу творить добро. Призвание мое журналист, хрустальное перо признания знак. Ты в людях чувства лучшие буди, опережая жизнь хотя бы на шаг. Веди меня по верному пути. Берлюр калам, берлюр калам. Берлюр калам, берлюр калам. Хрустальное перо признания знак. Ты в людях чувства лучшие буди, опережая жизнь хотя бы на шаг. Веди меня по верному пути. Берлюр калам сен язмышым минем, берлюр калам сен намусымды сен. Жер yüzüne oğlanlar kara, kara şefkatlen yaratıp isen. Bellur kalem. Менә шундый югары ноктада тантанабыз азагына якынлашты. Мы уверены, что республиканский конкурс «Хрустальное перо» будет проходить еще много-много лет. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. С вами были ведущие ГТРК Татарстана Зиля Бадырханова И ведущий федерального 5 канала Андрей Челноков. До новых встреч!